как обещали, утро становится еще более музыкальным. Арслан Мурзаков, Курай, спасибо. Спасибо. Пришел в своем домашнем бурек. Спасибо. Ну и, собственно говоря, человек, ради которого мы здесь собрались. Представьтесь, пожалуйста, наша Лейла гостья. Владимирова, Хан Козы, музыкант, диджей, звукорежиссер телеканала БСТ. Сам себе стилист. Который, кстати, и человек, который заставляет звучать народную музыку современно, да, по-другому и, наверное, и не скажешь. Хозяйка моего головного убора, между прочим, еще. Она не Лейла. знает, да, что ты в нем ходишь сегодня? Не знала. Лейла узнала свои вещи. Доброе утро. Лейла, прикольно, вообще круто. Прям с утра такой прям, да, заводной мотив. Слушай, ну это же народная традиционная мелодия, правильно, башкирская? Да, да. Карабай, народная мелодия. Она такая довольно популярная, Да. и под нее очень хочется и так танцевать, и поэтому я тут выбрала еще такой. как первый сингл и добавила туда еще, получается, таких танцевальных битов, так скажем, и еще больше хочется танцевать. Как вообще тебя Зазвучало. привело к этому, вот, заниматься, брать традиционную музыку, переделать вот такой в современный формат? Ну, вообще, это связано с работой. Езжу в командировке, вот эта природа, это все так вдохновляет. И я начала больше слышать народных мелодий. И в Институте искусств тоже я слушала, и диплом даже написала по башкирским инструментам. И вот познакомилась с Арсланом, и мы просто чисто случайно решили, запишем «Карабай». И все, и потом это все выстрелило внезапно. И я решила быстро-быстро, нужно доделать трек и выпустить. И надо сказать нашим телезрителям, что если вам понравилось, вы можете повторить эту дискотеку, хоть весь день сегодня провести под этот саундтрек. На всех стриминговых площадках, везде, где вы слушаете музыку, вы можете, набрав Хан Козы, Карабай, найти этот трек, добавить его в свои любимые песни и просто по кругу гонять сколько угодно. Но ведь не только эту песню мы будем ждать на этих площадках. Что в планах? Да, в планах ремиксы, которые все очень ждут. Ремиксы, там, например, на Айдар Галимова, которые тоже выстрелили. И, получается, будет альбом. Там полностью башкирский альбом с другими народными мелодиями, тоже в разных танцевальных стилях, что-то техно, что-то там такое хард-техно будет. И выйдет такое общее под названием «Баш». То есть «Баш» — это и башкирское, и «Баш» — это начало. Вот это получается как первый альбом. Вот. Дебютная пластинка. Мы Да. в ожидании. Сколько времени еще нужно, чтобы дождаться еще больше треков? Как ты думаешь? Ну, на самом деле, очень долго получается, потому что я работаю, конечно. Помимо творчества еще и работа, Да, это бытовая работа. жизнь. Вот заставка программы «Салям», которую вы слышите каждое утро, я надеюсь, вы каждое утро с нами начинаете, это дело рук Лейлы. Пришлось как бы Да. воссоздать заново нашу стандартную мелодию. Да, поэтому я и делаю песни и сюда. Времени мало, хочется сделать все очень круто, чтобы на высшем уровне. И спать иногда хочется тоже. Да, Спать как, например, иногда сегодня. приходится. Да, поэтому я надеюсь, что к лету все будет. И летом хочу делать такие open-air, так скажем, например, на Таратау том же. То есть поехать, там устроить диджей-сет, так днем, вечером, вот так, пока еще светло. Мне кажется, очень круто будет, поэтому летом будет очень много активностей таких. О, я уже себе это представила, я уже придумала себе наряд практически. Ребята, подписывайтесь в социальных сетях на Хан Козы, и тогда точно никакие новости не пропустите, и вместе с вами на такой вечеринке встретимся, я надеюсь. Почему Хан Козы, Лейла? Есть какой-то перевод у этого или что? Да, это дочь Дочь Ханы, Ханы? это также мелодия башкирская народная. И это связано, у меня прадедушку звали Хан Мурза, тоже, ну так совпало на самом деле. И у меня у дедушки фамилия была Казаханов, то есть такой наоборот, получается Хан Козы. Ну и просто такое, мне очень нравится, как звучит. Да, Не, это ну, Хан и выглядит Козы звучит круто, мощно. И звучит. И, Звучит кстати, очень. вот мощно звучала музыка Лейлы еще и на Всероссийской выставке России, которая проходит в ВДНХ в Москве. Расскажи про то, как ты там оказалась и как встречали тебя посетители этой выставки. Я поехала вместе с проектом «Территория женского счастья»,
И, получается, весь день играла. Там также наши вот артисты уфимские, башкирские тоже приезжают с ними, они там танцевали тоже под треки. И, получается, приехали мои подписчики тоже, кто в Москве живет, да. И вообще всем понравилось, с других регионов там все смотрели, познакомилась с ребятами, они услышали тоже музыку нашу современную. И прям вообще очень было круто. Хочется еще раз, конечно, все тоже зовут. Вот, но выставка заканчивается, ну, поэтому, надеюсь, на какую-то другую выставку тоже поеду. А может, традиционным концертом? Что же сразу это? Ну, концерт после альбома. Да, кстати, да, надо А сначала. ты не традиционным образом. В начале концерта, а потом альбом. А теперь ждите. Ну, диджей-сеты я играю, то есть в клубах там, да, так что анонсы будут. Вот, в Уфимских хочу ездить тоже вот по республике, по всем городам. А вот куча разных народных инструментов у тебя на треках. Что-то вот, допустим, Арслан, да, помогал записывать, а что-то ты и сама исполняешь? Да, у меня, получается, я на думбуре играю, думбура у меня казахская, вот, и, получается, что у меня еще Кубыс. кубыс, да, кубыс, не конечно, тоже не я играю пока что, вот, и все, да, курай, кубыс, думбура, да. Вау. То есть ты мультиинструменталист. Мало того, что, получается, одной рукой играешь на кубызе, Другой крутишь крутяшки. крутишь, да. Ну, вообще я пианистка по А образованию. вообще я пианистка. Да. Нормально. Пианистка и барабанщица. Ну, это и пианистам помогает, хорошо по наверное, гармонии, как да, раз собирать все ориентироваться. воедино, потому что самое Да. сложное в этой работе, мне кажется, это сведение и мастеринг, то, что Да, да. заставляет сидеть у компьютера бесконечное количество времени. Лейла, мы тебе желаем, чтобы муза, или, я не знаю, как у женщин, может, музик, я не в курсе, как у вас происходит, вот у нас, как бы, да, муза, чтобы тебя не покидала, знаешь, чтобы ты больше путешествовала, больше вот заряжалась вот этим вот и творила вот такие вот, знаешь, коллаборации, да, вот союзы древней какой-то музыки, да, башкирской, перекладывала на современный бит, и чтобы люди узнавали, да, и с новой силой полюбили этническую музыку. Потому что я считаю, что это круто, оживлять то, что уже там живет несколько веков, это очень круто, а еще если ты их влюбляешь в людей, я думаю, что это вообще, это уже история. Добавляйте себе этот трек, который мы сегодня слышали, на всех стриминговых площадках. Подписывайтесь на Хан Кызы, следите за новостями и смотрите телеканал БСТ. Мы благодарим нашего прекрасную гостью с чудесной музыкой, которую она подарила сегодня рано утром. Лейла Владимирова, Хан Кызы, музыкант, диджей и Рахмет. режиссер. Рахмет. Всего вам хорошего дня, друзья. Оставайтесь на телеканале БСТ. Впереди вас еще ждет очень много интересного.